Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с моим помощником-домовенком Непослухой расскажем сказку про одну очень дружную и веселую семью. Ты мне поможешь, Непослуха? Конечно, тетушка Сова. Сказка называется «Зайчонок и кроватка». Жили в тесном домике заяц, зайчиха и маленький зайчонок. У них был красивый домик, уютный, светлый, с множеством комнат и кухней, в которой они пили по вечерам чай с лесными травами, медом, сладкой морковкой и земляникой. А однажды зайчонок играл со своими игрушками в общей комнате, а родители ласково на него поглядывали и никак не могли наглядеться. Но наступило время ложиться спать. Мама-зайчиха пошла в детскую, приготовила зайчонку постель и положила поверх одеяла пижамку. Потом она стала звать сыночка, чтобы он лег спать. А он, наверное, не послушался, да? Да, мама несколько раз позвала, но так и не дозвалась зайчонка. Тогда она позвала папу-зайца. «Что же нам делать с нашим зайчонком?» – спросила его зайчиха. «Каждый вечер он не хочет ложиться в свою кроватку». «Я придумал», – ответил заяц и хитро подмигнул зайчихе. Когда зайчонок пришел, наконец, в свою спальню, он увидел, что его кроватки с любимой подушкой и одеялом в комнате нет. Зайчонок сначала растерялся, а потом расплакался. Прибежала мама и спросила: «Что ты, зайчонок, плачешь?» «Где же моя кроватка?» – всхлипывая, спросил зайчонок. «А кроватка, наверное, обиделась», – ответила мама. «Она тебя так ждала, а ты совсем не спешил». «Куда я теперь лягу? У меня же глазки слипаются!» – жалобно спросил зайчонок и лег на пол. Жалко мне зайчонка. Но ведь он сам виноват. Нужно было послушаться, прийти вовремя и лечь. Слушай дальше. Зайчиха говорит зайчонку: «Нет, так не годится. Вытри слезки и пойдем искать твою кроватку». Она не могла далеко убежать, наверняка она запуталась ножками в траве и застряла где-нибудь недалеко. Они вышли на крыльцо и стали звать кроватку. И вдруг в доме раздался шум, грохот и папин крик: «Зайчонок, помоги! Я кровать держу за ножку! Она спряталась в нашей с мамой спальне, а теперь и вовсе хочет убежать!» Зайчонок с мамой прибежали и увидели, что папа-заяц крепко держит кроватку, которая уже готова выпрыгнуть в окно, и двумя ножками перелезла через подоконник. Подбежала на подмогу мама-зайчиха, потом зайчонок, и вместе они затащили кроватку обратно и покатили ее в комнату зайчонка. Зайчонок так обрадовался, рассмеялся, погладил кроватку и свою любимую мягкую подушку. Потом он умылся, лег и спокойно уснул. А папа-заяц снова подмигнул зайчихе и улыбнулся. Вы, наверное, догадались, мои маленькие друзья, что кроватка сама не могла никуда убежать. Конечно, догадались. Зато благодаря придумке папы-зайца получилась настоящая сказка. Может быть и так. Но все-таки, ребята, на всякий случай, пожалуйста, не обижайте свои кроватки и свои подушечки, которые навевают вам приятные сказочные сны. И перед сном не забывайте умываться и чистить зубы, как это всегда делают зайчонок и Непослуха. А мы с вами прощаемся. Видите, в окнах лесного зайчьего домика тоже погас свет. До свидания, ребята! До новых встреч, мальчики и девочки!